Перепись населения. Волонтеров здесь встречают с радостью. Каждого можно узнать по фирменной жилетке и электронному планшету. Лида Албагачиева в переписи участвует не первый год. Это уже третий на ее памяти. И о ее значимости говорит уверенно. Пол, возраст, семейное положение. В анкете более 30 вопросов. Опрос занимает не больше 20 минут. Никаких документов предъявлять не нужно. Данные вводят исключительно со слов респондента. Обязанность переписчика обеспечит конфиденциальность собираемых и обрабатываемых сведений. Качество работы переписчика проверяют контролеры, то есть те, кто участвовал в предыдущих переписях. Одна из них и Марина Мержоева. Девушка отмечает, переход на цифровой формат значительно облегчает работу. Удобно, даже удобнее, чем на носителях бумажных, потому что тут уже адреса вбитые, нужно только количество людей записать и данные людей. Поэтому вопросы уже все подготовленные, как в тестовом режиме, так что удобно. Всероссийская перепись населения должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли на этот. Ответы опроса помогут при составлении программ по развитию качества региона. Точная регистрация населения, оно имеет свои определенные ставки назначения социальных услуг. То есть вот регион есть 100-тысячники города, 500 тысяч, миллионники и еще более. И вот эти города или регионы, они имеют количество, число населения, имеет свое экономическое состояние в отношении закладываемых в бюджетах. То есть здесь и социальные выплаты, и дотации региональные, то есть федеральные идут определенного характера, ставками выше. Вот такого рода имеет изменение в бюджеты регионов и городов количества населения. Цель переписи – собрать наиболее полные данные о том, как и кто живет в нашей стране. У каждого переписчика свой участок, опросить предстоит около 500 человек, поэтому каждый соблюдает правила эпидобстановки. Особенности в понимании населения о важности данного мероприятия. То есть от данного мероприятия зависит экономическое состояние, благосостояние населения, это социальные выплаты и другого рода экономического направления вопросы. То есть, обращаясь к населению, мне хотелось бы сказать следующее. Те переписчики, которые приходят к ним на дом, их как бы опасаться не стоит в отношении пандемии, потому как они проходят ежедневный тест по пандемии, то есть без теста, без наличия сертификата, что данный переписчик на сегодняшний день прошел тест, эти люди никуда не выходят. Предварительные итоги всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. На сегодняшний день порядка 50% населения уже проголосовали. Пройти опрос у каждого есть время. На портале госуслуг это возможно до 8 ноября. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.